настоящий момент мы пересматривали схему движения 9-го маршрута только по инициативе горожан. В настоящий момент мы все инициативы горожан, которые связаны с изменением маршрута, с изменением наименования остановок, мы все это рассматриваем в рамках публичных слушаний путем публичного обсуждения. Никакого нового маршрута в данном случае речи не идет. Дело в том, что все маршруты, которые действуют и работают на территории города Якутска, они были проведены в рамках, утверждены в рамках проведенных конкурсных процедур еще в начале сентября 2018 года. И по каждому маршруту, согласно конкурса, был определен перевозчик, это определенное общество с ограниченной ответственностью, которое работает на данном маршруте, и данным договором предусматривается количество таких автобусов, которые работают на маршруте. Ну, к примеру, вот мы говорили сегодня про 9-й маршрут, там 15 автобусов. Ну, а если на память, например, в 25-й маршрут, там 51 автобус. И каждый предприниматель, который занимается перевозками на этом маршруте, он, естественно, вписан в этот договор и имеет соответствующую карточку маршрута. Присутствующим напомнить, что на предпоследних публичных слушаниях мы приняли решение о том, что мы разместим несколько схем изменения маршрута номер 9 на голосование на портале OneClick. Данное голосование прошло из предложенных трех схем. Одна из схем набрала наибольшее количество голосов, 46%. Это продление данного маршрута до автострады 50 лет октября. Лилия Эдуардовна, прошу представить информацию для того, чтобы в дальнейшем мы могли перейти к процедуре голосования. Добрый вечер, уважаемые руководители, коллеги и также жители столицы. Предлагается утвердить схему по голосованию на портале OneClick. Мы предлагаем две схемы. Первая из них это существующая, по которой сейчас осуществляет движение автобусный маршрут номер 9. А вторая схема, которая была выбрана на портале OneClick жителями. Вот так представляет себе данный участок. Там вносятся изменения по улице Дзержинского, осуществляется движение, далее автострада 50 лет октября, Можайского, Гагарина, с заездом на площадь Валерия Кузьмина, далее улицы Буковского, Можайского и Жуковского. Вот, прошу проголосовать. Вопросы, предложения? То есть, еще раз повторюсь, у нас было 3 схемы, из 3 схем наибольшее количество голосов набрала эта схема, которая сейчас представлена на слайде, и к голосованию предлагается 2 варианта. Либо сохранить существующую схему, либо же выбрать данную. Еще будут какие-либо предложения? Можно? Насчет конечного маршрута, да, я ничего не скажу, потому что людям вот из пригорода, я сам в пригороде живу, и им главное добраться, до центра работы. Пригород не меняется здесь. Вот я хочу спросить, а возможно ли перенести конечную остановку пригорода, да, до берега? Вы понимаете, что если дорожное полотно соответствует нормативам, то перевозка пассажиров по такой дороге будет угрожать безопасности и жизни, и здоровью таких пассажиров. Поэтому в настоящий момент рассмотреть возможность переноса конечной остановки мы не можем. А когда обычные люди ходят по такому дорожному полотну, и им там ничего не угрожает? Там сейчас дорога вообще в ужасном состоянии. На данный момент вопрос на повестке дня стоит по автобусному маршруте. С какой остановки, по какой, пожалуйста? Нам ничего не видно. В данном случае от пригородного до улицы Дзержинского маршрут не меняется. Он не меняется. Меняется маршрут только в части улицы, напомните просто. Автострада 50 лет октября, далее добавляется Можайского, Гагарина, площадь Валерия Кузьмина, Быковского, Можайского, Жуковского. То есть он продляется до аэропорта города Якутска. Заезда в аэропорт. Заезда в аэропорт. При этом та схема, которая существовала до улицы Дзержинского, кажется, она не меняется. И учитывается, да, пожелание жителей микрорайона Лена с заездом мимо первой поликлиники. Или хотя бы первоначальный маршрут пролегал по улице Аюнского, Пояркова, затем на Кирова выходил.
Потому что люди прописаны, прикреплены по ОМС, именно весь микрорайон Лена и село Пригородное, дети, взрослые, старики, они все приписаны к первой поликлинике. Это очень неудобно. Уже рассматривая эти вопросы, такого предложения не поступало. Кроме того, на сайте OneClick была предложена схема движения, тоже никаких предложений не поступало. Поэтому на сегодняшний день я предлагаю рассмотреть те предложения, которые нашли свою поддержку на портале OneClick. Извиняюсь, письмо было подано на имя мэра города. У меня нет под рукой регистрации никакой, но было Но письмо. в настоящий момент такое решение мы принять не можем, потому что для этого необходимо заключение соответствующих органов. Вот эти схемы, которые мы предлагаем, они имеют все заключения о том, что данное движение является безопасным и соответствует всем существующим нормативам. Изначально по улице Кирова, так как там нет остановки от улицы Октябрьской до улицы Кирова на улице Бояркова. По просьбе жителей района, которые живут Горького, Столова, это все многоэтажки, то есть схему движения изменили на улицу Горького, Кирова. Это было более года назад еще. От начала действия маршрута, от месяца 4 или 5, именно автобус ходил Аюнского, Бояркова, Кирова, Лермонтова. Понимаете? Затем сделали крюк. В районе автовокзала автобус сразу после Аюнского поворачивает на Октябрьскую, затем по Горького. По Горького, что там за объект? Какой объект может быть там? Ну, вот как раз Там пустует остановка. На прошлых публичных слушаниях в той стороне сидела женщина, она говорила, что детей возят до каких-то объектов, которые расположены на улице Кирова, да, и что вот Ну, на улице Горького необходимо заезд сделать. Обсуждался же этот вопрос? Вот, а первая поликлиника, все жители микрорайона Лена, кто проживает круглогодично, и село Пригородное, они все привязаны по ОМС к первой поликлинике. Насколько я знаю, достоверно знаю, если ехать со стороны Аюнского, то людям попасть на Кирова будет там просто-напросто, если по этому маршруту будет, тогда вообще пролетает через остановку Силуэт, по-моему. Просто-напросто на Кирова остановки нет, если едет с Аюнского, потом попадает на Кирова и далее едет. А со стороны, если целепроказ с Лермонтова едет, то там остановка есть. Так ли? Нет. Ношу поправку. На Горького едешь? Ну, на Горького, это понятно, если заездом через Аюнского, потом по Октябрьской и так далее. Нет, Аюнского, Бояркова выходит на Кирова. Мы пользуемся автобусами, мы Ну, знаем. это- Следующая остановка на Кирова, близлежащая к первой поликлинике, дом пенсии. Я Пенсионный говорю, фонд. потом и говорю, а потом Там на проехал поликлинике, в шаговой да. доступности, близко пройшли. И пожилому старику, Да. и Я маму. поддерживаю вас, чтобы люди попали именно на Кирова. Правильно? Но они на Кирова и попадали, когда идет Аюнского, Бояркова, понимаете? То есть Да, я только об одном и тоже. ближайшая остановка поликлиники номер 1, это, вы говорите, дом пенсии. Да. Дом пенсии, это что Силуэт, да? Да. Да. А на Горького где остановка? А на Горького 100. Там ближайшая остановка Это- находится 250 метров, это остановка, первая остановка на улице За Кирова. автовокзалом с той стороны. Нет, то есть по данной схеме удаленность от остановки Дом пенсии до остановки стадион, она, по-моему, называется, буквально 250 метров, это спецполиклиника. Ну еще до первой поликлиники. Как А по улице, когда он ходил по улице Бояркова и по улице Кирова, то есть целесообразности там движения автобуса нет, потому что просто нет физических остановок. И сделать их, комиссия ПДД выезжала, организовать там остановки тоже невозможно, потому что там просто мост находится, на мосту остановки не допускаются. Я прошу прощения, можно я скажу, да? Вот вы говорите, что, к примеру, например, как вот мужчина сказал, что у нас, например, есть альтернатива, да, например, 9 и 103. У улицы Горького, да,
у них, в принципе, дойти до другой, то же самое до Лермонтова, например, до остановки, им ближе, чем нам дойти, например, до того же самого 103-го. Вот нам, микрорайону Лена. Потому что нам дойти до ближайшей остановки 18-го, 103-го, как минимум 1,5 километра. У нас тоже есть дети, у нас есть маленькие дети, там больные. Мост, который там, можно пройти нормально. Вот. А по как бы Горького у них развязка намного меньше. То есть можно подойти на любую остановку и как бы... И там, где вообще впечатление очень плохое. Люди, которые ответственно решают, принимать решения именно по пролагаемому маршруту, совершенно не подготовлены. Где остановки, как люди пользуются, где они прикрепляют. Я представляю жителей промышленного округа, и первое, почему я пришла, это узнать, почему наш участок вообще вырезали с данного маршрута. Потому что там совершенно нет пассажиропотока, это во-первых. Во-вторых, дорожное полотно, оно не соответствует нормативам, и движение по данной дороге невозможно. Можно теперь дополню, да? Дело в том, что я неоднократно обращалась через портал OneClick и писала заявку на форуме. И на мои вопросы, скриншоты у меня все с собой есть. К сожалению, интервал маршрута был определен как 15 минут. Но, к сожалению, автобус не ходит с интервалом в 15 минут. Он ходил в 8 утра и в 9:30. Интервал составлял 1,5 часа. У меня есть паспорт с пропиской. То есть я реально проживаю в этом районе, и я пользовалась этим маршрутом. Проблема не в том, что пассажиропотока нет, а в том, что нет автобусов. И вот касаемо дорожного полотна. У нас ходит один автобус, 6 маршрутный. Он тоже ходит по тому же самому дорожному полотну. И вы хотите сказать, что если наше дорожное полотно не соответствует данным каким-то нормативам, у нас тогда и 6 автобус заберут? Но мы сейчас идем в тупик, вы понимаете, что подождите, да? Это вторые публичные слушания по данному маршруту. При этом еще и на сайте OneClick мы обсуждали схему. И мы на тех публичных слушаниях договорились, что тот маршрут, который получит максимальное количество голосов, он будет вынесен на голосование в сегодняшний день. Среди промышленного округа кто голосовал за этот маршрут? На тот момент были представители промышленного округа. Представители, которые пользуются общественным транспортом или которые не пользуются? Поднимите, пожалуйста, руку, кто сегодня подошел с промышленного округа. Конкретно вот нас двое, улица Челюскина. Мы проживаем на этой улице в новом доме. Когда нас мэрия переселила с центра города на окраину, у нас были обещания, что нам запустят дополнительный маршрут. Нас 3 новых дома, которых расселили. 1 6 маршрутный автобус. И ни у кого из жильцов, у кого я близлежащие дома слушала, ничье мнение не учли. Даже здесь никого из людей нету. Вот мы после работы быстро прибежали, даже с ребенком, с маленьким. Сегодня только 2 человека вы подошли. Да. Значит... Вы хотите сказать, только мы пользуемся, да? А может быть, никто просто не знает? Да, было больше. Вот. Почему так считаете? Я скажу вам, когда слушания вы опубликовали, можно сказать? Вы знаете, как я узнала? За 7 дней я не увидел, специально искал. На вашем сайте он опубликовался сегодня утром. Зачем тогда? Я Позвольте, пожалуйста, слово. Я на OneClick проблему опубликовала сутки, 2 суток прошло. И только опубликовав проблему на OneClick, я узнала. Нигде информации нет. У нас висит хорошая доска объявлений. Либо управа не работает, но это вопрос к управе, либо информирования действительно нету. Опубликование информации о проведении публичных слушаний, он не предусматривает вывешивание объявления в вашем подъезде. Хорошо, публичные слушания учитывают голос. Мы против, и мы хотим, чтобы нам предложили тогда альтернативный маршрут, который, несмотря на дорожное полотно, еще что в 8 утра автобус выходил полный. Подождите, вопрос, да? На сегодняшний день у вас есть автобус 9? Нету. Я вам могу показать скриншот. Да, его нету. Да. А почему его нет? К сожалению, мы столкнулись с такой проблемой, что для предпринимателей этот маршрут представляет собой только одни убытки. Для того, чтобы увеличить подождите, дайте я договорю, пожалуйста. Для того, чтобы увеличить доход
доходность и для того, чтобы этот маршрут был интересен предпринимателям, чтобы они могли выйти на него и работать, необходимо пересмотреть схему. Надо предусмотреть так, чтобы пассажиропоток был больше. Почему? Потому что вы понимаете, да, что предприниматель несет определенные расходы по эксплуатации того же автобуса. И эти расходы он должен вернуть. Но учитывая, что там очень низкий пассажиропоток, они не возвращаются. С чего начала свой вопрос? Интервал маршрута у автобуса какой? Я вот вновь разместила вопрос этот на OneClick, и я не получила ответа. Я пользовалась этим автобусом, и в этом автобусе у меня есть фотографии и видео, где автобус 35-го маршрута, и он просто напечатанный А4 девятка, и он говорит, наш директор 9-го маршрута курирует и 35-й, и мы автобусами вот так вот меняемся. Понимаете, нет информации об исполнителе. Какой интервал движения? Интервал движения, официальный интервал движения и реальный интервал движения, который был. Люди не могут садиться на автобус, который ходит 1,5 часа разницы. Хорошо, чтобы мы можем отпустить. Если вот, скажите, пожалуйста, если вы так сейчас оставите, как поставили схему движения, да, то же так же будет низкий пассажиропоток, и также никто не будет выходить на работу, понимаете? Если автобус будет ходить положено по времени, пассажиропоток будет. Хорошо. Девушка, вы немножко не знаете специфику работы. 15 минут изначально был интервал. Был. Но он не рентабельный. Решили увеличить интервал, чтобы было накопление людей. Хорошо. 30 минут тоже не рентабельный. Кто уведомлял людей о том, что интервал маршрута 30 минут? Никто, нигде не было информации. Мы между собой... По расписанию публикуется на сайте и Якутск.рф, и... Последний раз там была размещена информация. Хорошо, если вы у нас забираете маршрут номер 9, у нас вот, если мы возьмем разрез города в целом, у нас, например, всего один маршрут автобуса. Какой альтернативный вариант вы нам можете предложить? Удлинить конечку 35-го, пустить дополнительно какую-то ветку от автобуса, который есть. Вы не можете просто так взять у нас и забрать. Если вы говорите, если в программе переселения людей из аварийного жилья мы говорим, что промышленный округ – это часть города, тогда, пожалуйста, обеспечите нас такими маршрутами, где не одна шестерка будет ходить, а хотя бы еще один маршрут будет. Вот там оценку дайте, если действительно можно ездить, вдруг действительно и этот не будет ездить. Я так понимаю, вы имеете в виду промышленный округ, да? Ну и промышленный, ну и в пригородном тоже вопрос. Пригородный, да? Нет, я думаю, пригородный он соответствует дорожному полотну, поэтому там никаких мероприятий по закрытию дорог у нас ничего не будет. И по Чеченко у нас тоже планов пока нет по ремонту. Поэтому вообще перекрыть пассажиродвижение перевозку мы тоже не можем. Поэтому я думаю, никаких противоречий у нас не будет. Почему нет народу? Во-первых, для пригородов, конечно, это маршрут очень удобный для пригородских и других, наверное. Но я скажу причины, почему вы говорите, что народу мало. Так вовремя надо ездить, уважаемые. Мы по 2 часа, по 1,5 часа мерзли. Один раз замерзаем, а второй раз уже не выйдем. Лучше выйдем на 18-й, на 103-й. Извините, пожалуйста, это ваша вина. Если как автобусы пригородные 101-й, 103-й четко выходили, у вас народу было бы больше. Вот такие. И интервалы никогда они не придерживают. Знаете, какой скоростью они пролетают по новой улице? Я специально сегодня приехала сказать об этом, как будто вы первый раз. Вы знаете, стоим, ждем, нету. Потом идем пешком на 18-й, на 101-й, в конце концов на 103-й, зная, что подойдет автобус. А теперь сидим, говорим, народу мало, народу. Мы первый раз пойдем, встанем, второй раз уже не пойдем. Извините, пожалуйста. Так что мои требования, вот именно я хочу сказать, уважаемые, раз вы взялись, хоть один человек, хоть 5 человек, пожалуйста, вовремя. Мы нас такому учили. Никогда никто не говорил, что народу мало. А вот по маршруту, когда едете, сколько человек ездит, заходят. Как будто мы первый раз едем, и один раз. По несколько раз едем. Даже с 14 на Прометее останавливаем, ждем 9-ку. Нету его. Столько 18 приезжает, 14, а 9-ки нет. А потом сидим, думаем, почему народу мало?
Еще не имеет... И еще нерентабельный. Очень нерентабельный. Не все имеют машины. Не все такие зажиточные. Основная масса на автобусах едет. Когда мы год назад принимали, у нас было очень много машин. Нам помогал 35-й маршрут полностью, весь он выходил на 9-й маршрут. Но вот опять же из-за рентабельности мы пытались весь год поменять эту схему, то одно, то выборы, то еще что-то. Но никак не получалось это сделать. И люди просто перестали ждать и бросили все. И на сегодняшний день, допустим, да, когда вот это голосование было, с людьми разговаривали, вроде как бы, если мы пойдем вот такой схему... Нет, вы не ответите, пожалуйста, на конкретный вопрос. Сколько машин? Нет, ну смотрите, между вами и окружной администрацией заключен договор о данной машине. Вы, подписывая данный договор и вообще участвуя в конкурсных процедурах, вы приняли в себя определенные обязательства, и вы должны их выполнять. На сегодняшний день вы эти обязательства в полной мере не выполняете. При этом мы еще пытаемся вам помочь, да, рассматривая ваш пассажиропоток, вашу доходность, конкретный ответ. Сколько автобусов вы готовы поставить? У нас по договору должно быть, Оксана Николаевна, сколько по договору должно быть автобусов на маршруте? Сколько на маршруте должно быть автобусов по договору? Вообще по договору. Реестр 15 единиц. 16. 16 автобусов. В реестре в договоре 15 единиц, выдано 15 карт машины. Дело в том, что еще раз. В реестре в договоре 15 единиц, выдано 15 карт машины. Я прошу взять на особый контроль исполнение данным обществом, да, за научной ответственностью, которое принимает обязательства по данному договору, взять их работу на особый контроль в случае, если интервал движения не будет придерживаться, если будет отклонение маршрута, я прошу направить соответствующие документы в управление автомобильного дорожного надзора для применения мер административного взыскания, в том числе к руководителю самого маршрута. Я прошу прощения, можно я скажу, да? Вот вы говорите, что, к примеру, например, как вот мужчина сказал, что у нас, например, есть альтернатива, да, например, 9-ка и 103-й. У улицы Горького, да, у них, в принципе, дойти до другой, то же самое до Лермонтова, да, например, до остановки, им ближе, чем нам дойти, например, до того же самого 103-го. Вот нам, микрорайону Лена. Потому что нам дойти до ближайшей остановки 18-го, 103-го, как минимум 1,5 километра. У нас тоже есть дети, у нас есть маленькие дети, там, больные. Мост, который там, ну, можно пройти нормально. Вот. А по как бы Горького у них развязка намного меньше. То есть можно подойти на любую остановку и как бы... И там мне вообще впечатление очень плохое. Люди, которые ответственно решают, принимают решения именно по пролагаемому маршруту, совершенно не подготовлены. Где остановки, как люди пользуются, где они прикрепляют. Следующее. Я предлагаю на сегодняшних публичных слушаниях проголосовать вот за представленный вариант заезда в аэропорт с учетом движения по улице Аюзова, как вы говорите, да, для того, чтобы на сегодняшний момент снять вопрос транспортной доступности в селе Пригород. Это первое. Но на этом я предлагаю не останавливаться, почему? Потому что здесь задеваются интересы промышленного уровня. Я предлагаю в кратчайшие сроки отделу транспорта рассмотреть возможную схему движения в дальнейшем по улице Карлица, 50 лет Советской Армии, с возвратом на автостраду 50 лет октября. Но для этого необходимо провести соответствующие мероприятия, то есть необходимо посмотреть дорожное полотно, составить акты, в общем, провести мероприятия, которые предусмотрены регламентом. Предлагаю проголосовать за то, что я проговорил, это за то, чтобы утвердить данную схему движения автобусов с заездом в аэропорт с учетом ваших замечаний. Вот. И в кратчайшие сроки, я думаю, что в течение 2 недель, чтобы отдел транспорта представил все документы касаемо изменения маршрута дальнейшего движения по улице Кравицы 50 лет с выходом на 50 лет октября, со всеми соответствующими актами. И предлагаю опять также в форме публичных слушаний рассмотреть вот этот участок дороги. Кто за это предложение, прошу проголосовать.
Кто против? Решение принято. По второму вопросу наше поступило заявление от управляющей гостиницы «Дом Микс» Гордеевой Анастасии Сергеевны. Она просит переименовать автобус на остановку маршрута номер 35 с названием магазин «Кит» на гостиница «Дом Микс». Ну, здесь я хотел бы высказать свое личное мнение, да, что мы на предыдущих публичных слушаниях говорили о том, что в настоящий момент не совсем правильно будет привязывать название к определенному объекту, да, в целях его рекламы. Я предлагаю горожанам на сайте, на портале OneClick, мы даже во вторник соответствующее предложение выложить на этот портал, предлагаю гражданам посмотреть, какое бы название данной остановки они хотели бы видеть. Я считаю, что все-таки это должна быть привязка к географическому положению. Вы не поняли? Можно назвать Герой Советского Союза такой-то? Ну, не совсем правильно. Смотрите, такой же точный вопрос мы рассматривали по четверке, по-моему. У нас есть остановка «Залка». К нам обратился торговый центр «Азия». Говорит, переименуйте остановку «Залка» на торговый центр «Азия». Но мы считаем, это неправильно. Это реклама. Кроме того, есть исторически сложившееся название остановки «Залка». Да? Поэтому здесь поступило всего лишь одно предложение – назвать названием этой гостиницы. Поэтому я предлагаю, чтобы горожане на портале OneClick предложили свое название данной остановки. Исходя уже из этого, мы на публичном слушании рассмотрим. Как вы считаете? Только с одним условием, если вы разместите, вы нарисуйте, где она и что рядом. Нет, конечно, конечно. Вы хотели что сказать? Реабилитационный центр Таганечка, реабилитационного центра нам поставили новое здание. Все, никаких вариантов выйти. Кстати, люди, которые сюда приезжают, постоянно спрашивают, как найти этот центр. Вот видите, тем более, уже хорошо. Реабилитационный центр. Отлично. А гостиница частная, да? Конечно, частная. Сегодня она есть, завтра нет, и придется опять менять эту наименование. Ну, поэтому мы обычно не поддерживаем такое направление. Все-таки должна быть привязка к объектам социальной инфраструктуры, к крупным объектам, не знаю, СМК, как завод, такие, которые уже... Вы сразу первое предложение запишите реабилитационный центр. Хорошо. Объекты социального характера, либо человек, когда едет, допустим, там, из нашего опыта работы, там, скажем, где больница такая-то, вот у нас молодежь называется, и либо какой-то исторический характер должен. А вот если гостиницы и торговые центры, это нужно... Да, в этом плане да. Но дело в том, что не совсем правильно говорить, что мы не должны это рассматривать. Мы должны рассматривать любое предложение, любую инициативу граждан. Мы должны это делать и публично обсуждать это. Что мы на данный момент и делаем. В основном-то и выходит. Еще будут предложения, вопросы, замечания. Тогда я предлагаю на этом закончить публичное слушание. Сегодня публичные слушания – это вторые публичные слушания по данному маршруту. То есть было первый раз мы в прошлом году проводили публичное слушание. Там мы предложили со стороны окружной администрации ту схему движения, которую мы видим, исходя из жалоб и предложений горожан. Но на публичное слушание подошли жители не только пригородного, да, не только промышленного города, но и пришли жители центра города, которые хотели бы также изменить схему движения этого маршрута. И для того, чтобы принять правильное взвешенное решение, чтобы всем горожанам было удобно, мы вот провели вторые слушания. Кроме того, мы проводили голосование на портале OneClick. И опять-таки сегодняшнее решение показало то, что этот маршрут все-таки будет еще пересматриваться. Сегодня, да, мы приняли решение, что он будет продлен до аэропорта, но вопрос в части заезда его в промышленный округ, он еще стоит на повестке дня. Но чтобы принять это решение,
необходимо провести обследование дорожного полотна, необходимо посмотреть с точки зрения безопасности дорожного движения. Только после наличия всех этих документов мы можем схему этого маршрута выставить на публичное обсуждение. Но если есть у горожан предложение, то здесь one-click, некоторые зайти не могут. Как они могут воспользоваться и внести свое предложение? Ну, есть стандартный способ путем направления письменного предложения в адрес окружной администрации. Это предложение можно оставить на первом этаже в этом здании, проспект Ленина, 15. Кроме того, существует еще два альтернативных способа. Это электронная почта. Адрес электронной почты он представлен на сайте окружной администрации якутск.рф. И кроме того, существует достаточно, я считаю, неплохой сервис коммуникации между органами местного самоуправления и гражданином. Это oneclick.якутск.ру.